Видеооланет, Дона Крып сейчас. Слушайте Коми Мойдыще. С 90-х годов среди жителей Республики Коми получают популярность персонажи Зарни Ань и Зарань, некие древние божества плодородия и благополучия, якобы сохранившиеся в памяти Коми народа. Но кто же они такие на самом деле? Почему о них стало известно только недавно? Давайте же разберемся в этом видео. Список литературы и версию в виде статьи вы найдете в описании. Начнем с Зарни-Ань. По непроверенным данным, этот термин появился еще в 19 веке среди развивающейся тогда коми-интеллигенции, дословно переводящейся как «золотая женщина» или «баба», что напрямую нас отсылает к легендарному идолу Злота Баба. Никто из западноевропейских путешественников, которые упоминают этого истукана в своих заметках с 16 века, ее лично не видели, но, судя по количеству упоминаний, можно предположить, что такой идол действительно был. Покровительницу плодородия Калташ-Эква манси называли Сорнинай, что можно перевести как «золотая женщина». Владимир Напольских и Сергей Белых ее связывают с подобным удмуртским покровителем по имени Кылдыщин. На коме звучало бы как Кылдыш-Инь. Эти сведения дают основы для предположения о реальности веры в коме в такое божество. Значит, можно говорить об обоснованной реконструкции божества Зарни-Ань и поддержке возвращения его в верование коми. Разве что не стоит называть ее частью современной коми-мифологии, ведь у нас нет реальных коми-легенд с такой героиней. Коми не удалось сохранить веру в этого первопредка. Имя Зарань очень созвучно Зарни-Ань, и Олег Гуляшов считает, что оно с него и образовалось. Напомню, первое использование термина Зарни-Ань было в 19 веке. Хотя есть мнение и об образовании его с русского слова «заря». Любопытно, когда же было первое упоминание этой богини-матери? Забавно, но в поэме Василия Ильича Лыткина «Пера Богатырь» 1966 года, причем как сестры Перы, обычной девушки. В описании автор предупреждает: поэма написана по народному преданию, взята из сюжета только самое главное. В известных на то время вариантах легенд об этом богатыре никакой Зарань пока нет. Вдруг в 1989 году Василий Васильевич Климов в коми-пермяцком сборнике «Солнце и месяц» публикует без упоминания опрашиваемую на записанную им легенду Пера да Зары, новый сюжет легенды о Пере. Причем первая запись об этом богатыре была сделана еще в 1771 году академиком Левёхиным. Из этого сюжета мы узнаем, что, оказывается, Пера – необычный человек. Его якобы родила Парма, с коми-языка Парма – хвойный лес, коми так называют свое место проживания. До этого он был либо обычным человеком, либо, по одной версии, сыном медведя, а женой его стала, по иронии, Зарань. Но теперь она не сестра его, а Шонтыланныв, дочь солнца. Более того, Пер женится на Заре, и у них будет 8 сыновей и 8 дочерей, от которых якобы и пойдут зыряне и пермяки. Красивая легенда о несчастной любви, о союзе сына Пармы и дочери Солнца понравилась этнографам, и ее все чаще стали публиковать в различных сборниках, благодаря которым она получила большую известность среди жителей Коми и Перми. Даже лик человека на гербе Коми иногда называют Зарни-Ань. Мало того, что мы не знаем, кто точно изображен на изделиях в пермском зверином стиле, тогда же в Конституции не обозначено, что там за человек. Но, естественно, предположения о появлении фальсификации и кабинетной мифологии у коми-исследователей стали созревать среди местных ученых. 5 марта 2020 года на телеканале Юрган выходит выпуск передачи «Бива», в котором как раз обсуждают реальность веры в Зарни-Ань, в том числе затрагивая и нашу Зарань. Среди гостей передачи уже упомянутый Павел Лимеров, опубликовавший легенду Климова в одной из своих книг, и Олег Гуляшов, один из первых упомянувший о новой Зарни-Ань в своей статье «Чугра. Роман и фольклор» в романе «Чугра» в литературном журнале «Вой в Кочу» в 1989 году. Неожиданно Лимеров заявляет: Зарань Ющис фейк, не фейк, текст селышеди скорка Любовь Степановна Грибова. Гижис есть Василий Васильевич Климов и все езады сослас книган. Месяц книга сейчас больше, езады мы пуксим книган, а чем тоже, да? И все заранец модис ловжены быттика, да? И все они думают, а мы заранец вали, кджиен. Но текст Мошев Секишулис. Литературный персонаж, да. Заранец. Аркадий Мошев менем Секивич талис точно. Сэмон Кадишуис. Сэмон те некуда инвиштав, но все сочините сачес Любовь Степановна Климова.
Но все правильно, что только не кадлен вишта. Никуда не вещал. Ладно. Но стало это виштален. Да. Таким образом, стал закрыт вопрос о существовании этой легенды. Было бы не лишним разобраться, что могло натолкнуть ученых и раньше на мысль о недостоверности существования мифа о Заране. Как фольклорист, Василий Климов знаком был со множеством уже записанных в коме легенд и сказок. При составлении фальсификаций не воспользоваться уже известным было бы никак нельзя. Коми народ всегда олицетворял солнце, что только стоит ежемский праздник Луд, в который как раз и является поклонением солнцу и предкам. В сказках можно обнаружить целую семью солнца – Шон-де-Мам, солнце-мать, Шон-де-Ниф, солнце-дочь и непосредственно Шонды, солнце. Сказочная Шон-де-Ниф тоже приходит из иного мира, но приплывает на корабле по воде. Сюжет также завязан на сватовстве с дочерью Солнца и земного человека, но Шон-де-Ниф заставляли силой выйти за царя, за что та его убила. Вышла она за Ивана, который выполнял царские приказы. Он украл ее и притащил под венец к царю. Тут показана жестокость героини, ее готовность пойти даже на убийство ради своих желаний. Этим Зарань обладает лишь частично, ведь под конец она все же поднялась на небо по приказанию Солнца. Но Шон-де-Ниф абсолютно никак не взаимодействует с Солнцем, и та никак не реагирует на действия своей дочери. Известно, что Зарань сдерживает Солнце, чтобы то не сожгло землю и людей. Это напоминает немного сюжет одной сказки, где Шон-де-Мам прячет главного героя под пол своего дома, чтобы Солнце его не сожгло, но, тем не менее, Солнце обжигает других людей. Странно, что в легенде называется Солнце Шон-де-Би, Солнце-огонь. Лично я нигде никогда не видел такой вариант наименования. Не видел я у Коми и образ Тартарары, куда боялся упасть с неба Пера. Впрочем, в поздних фольклорных данных Коми могут черпать что-то из прочитанных книг, так что это ладно. Легенда повествует о первом добытом людьми огне. Пера с сыновьями запускает стрелы в солнце, и от того откалывается кусок – огонь. У Коми есть легенды и сказки о добыче огня, но ищут его лишь у лесных духов – Верца, Ягморт, Кам. Еще здесь объясняется смена времен года, что также обычно не свойственно для мифологии Коми. Солнце уходит зимой, но люди греются добытым перой огнем. Летом возвращаются сжечь их, но Зарань не дает. Конечно, если кто-то встречал какие-то фольклорные данные об этом, делитесь, буду только рад. Есть основания предполагать, что настоящий Пера был холост, ведь в других легендах жена его не упоминается, кроме жены у Верса, Лешего, с которой Пера после убийства ее мужа стал жить как с женой. Если бы у него была жена Зарань, то, судя по тому, как идеализирован герой, вряд ли бы он изменил ей. Но и то, после обнаружения принадлежности лесной девушки к иному миру, Пера ее убивает. А вот представление радуги, Енешка, как быка, вполне может быть реальным мифологическим представлением Коми. Есть такое устоявшееся выражение «Эшка-мешка вау лече» – радуга к воде спускается. В народной песне «Бобы-бобы кытчеветлен» есть такие строки «Кэна наваус, эшка-мешка юома» – «Где же вода? Радуга выпила». В некоторых вариантах этой песни «Эшка-мешка» заменяется на «эш» – «быка». «Кэна наваус, эш велома, гунькама» – «Где же вода? Бык был, выпил». Считается, что появление радуги к дождю, потому что она, когда пьет воду из реки, поднимает ее на небо и образует тучи. В сказке «Лиса» некоего небесного быка пасет так называемый «сын солнца». Правда, первоисточника на коми-языке этой сказки я не находил, но еще Калистрат Жаков, писатель конца 19-го, начала 20 века, в своих русскоязычных произведениях любил использовать персонажа небесную корову Радугу, которую на водопой пасет тоже сын солнца. А значит, надеемся на правдивость этого произведения. Конечно, это может быть влиянием народной этимологии, как Йен-Эшка, небесная либо божья корова, или Эшка-Мэска, бык-корова. Конечно, по версии Василия Лыткина, слово на самом деле произошло от слова «эшмес» – источник. Так что рогатый Енешка в сказке Климовой есть довольно правдивый образ. Смущает и заявленная древность предания. Пера тут показан первочеловеком, рожденным Пармой, лесом. Действительно, у Коми есть легенды о рождении из семени. Правда, в основном записаны все они тем же Климовым, без отметки опрашиваемого. Он же и связывал сам эти две легенды, о чем говорил еще в передаче Иен Биару на телеканале Юрган. Коми пермякыс чужама ачис кыч чак вырын пипутын кыч турун быдма, а мадиккесан
Некутан сечому сабу, итиан сечому сабу. Куджи, компермяк там и быд. Кыч муси сачес кыч Быдмаг. турун петам быдмаг, да быдмас сечамаха. Зайшараганик быдмами лома уджутан, и вот мебышу, и вот это учетих муртока спера они лоис, когда бочти зарань саяс. Гатырпус зарань лоис сын. В записанных им легендах как раз и говорится о том, что человек рождается из семени. Но благо есть и другие варианты этих легенд от других фольклористов. Например, записанный в 1998 году в селе Троицко-Печорск. В ней рассказчик говорит, что первый человек родился на верхушке травы – Турунгилос. Но даже если рождение Пармы имеет место быть в коми-мифологии, конкретно Пера прародителем народа быть не мог, так как первое упоминание предполагаемого прототипа Перы обнаруживаем только в 1579 году. Одного из 3 первых известных жителей деревни Верхлупьи, Перша Сидорова. Волнует вопрос, почему же исследователи начинают прибегать к фальсификации? Василий Климов, рассказывая о рождении своего народа из Земли, обратил внимание, что такого мифа о появлении из Земли нет у комизырян. Конечно, как оказалось, есть. Но если это свойственно было бы только пермякам, то этот миф делает народ особенным. Вероятно, придумывая легенды, он хотел из любви к народу возвысить его культуру, выделить среди других. И у него это получилось. Теперь коми хвастаются своими героями-прародителями, рассказывают о них гостям, в том числе и другим братским народам. Но ведь легенда эта ни на чем не обоснована. И теперь мне только стыдно за свой народ. Неужели, по мнению ученых, наш фольклор настолько скуден, что нужно прибегать к таким крайним мерам? Неужели они надеялись, что их тайна не станет явью? Да, у нас нет Калевала, и мы едва сохранили остатки языческого прошлого, но разве это не повод только продолжать поиски? Кто знает, может и остались в отдаленных деревнях тыдыщах, способные рассказать нам неизвестное ранее. Нужно только дойти до них, проводить больше сборов фольклора, помогут разобраться в мировоззрении народа и археологические раскопки. А если даже не дойдем до этих знающих бабушек, то нет причин отчаиваться. Во-первых, мало кто знает уже имеющиеся сюжеты, и их необходимо распространять. Во-вторых, мы всегда можем создавать новое, развивать современную литературу, и способ этот может помочь народу не менее, а даже более. Отставы смеян савен. Если вам понравился этот разбор, и вы узнали что-то новое, то обязательно подписывайтесь и ставьте отметки «Мне нравится». Заводжитайте. Адишлатыч, достав бурса. Дона кывзы сейчас.